от цветочного магазина iFlowers. Гуль, бахаргуль, цветы. И везде цветы. А вот для вас самая дорогая валюта в вашей жизни, что это? Что самая дорогая валюта – это энергия. Да. Мы столько возложили на маму. Мама, дай, пожалуйста, назад. Да. А мама-то не готова. Если у мамы 5 детей, У мамы 5, тем более. может быть, ценных. Да. Мужчины больше вовне, они в деятельности. Вот. Им хорошо в деятельности, среди Да. там, друзей, единомышленников. Да. Они так отдыхают. Я смотрю в зеркало, я красива. Да? Вокруг меня качественное окружение. Я главный человек. Я что-то создал. Иногда мы хотим показать миру, посмотрите, мы успешны. И вы, потому что вы чувствуете свой потенциал, но он не реализованный. И вот Да, этот да. потенциал говорит, слушай, ну мы же можем. Да. Почему ты меня не распаковываешь? Ну распакуй меня. Коуч никогда не должен вам говорить, что вам делать. Мы можем все что угодно реализовать, если мы этого по-настоящему хотим, и если мы действительно в это верим. Здравствуйте, с вами Гуль Тамада, и вы смотрите третий выпуск передачи «Ключ к успеху». Наше интервью записывается в видеофотостудии Акептери, и мой сегодняшний гость – прекрасная Бахара Янукова, коуч, лайф-коуч. Бахара, рада вас приветствовать, и в начале нашего интервью мне бы хотелось сделать вам приятно и подарить цветы. Как это? Это Можно, очень да? приятно и неожиданно. От цветочного магазина iFlowers. Вот, Благодарю, Гуль. Благодарю, очень приятно. Гуль, бахаргуль, цветы. И везде цветы. Мы прям в тренде. в Ну теме. что ж, если вы готовы, начнем. Да, И самый с первый удовольствием. вопрос. Кто такой коуч? Всем интересно, кто такой коуч, как вы пришли в коучинг? Вот вопрос. Здорово. Да, очень хороший вопрос. Благодарю. Потому что вообще коучинг, само понятие пришло из спорта. На Из самом спорта? деле. Да, коуч это с английского тренер. Да. И в начале, скажем, всего пути это были тренеры, спортивные тренеры, которые работали над эффективностью спортсменов. То есть они находили их сильные стороны, их скрытые таланты и усиливали их. Благодаря этому создавали максимальную эффективность в игре, как, кстати, и в командной, и как и для частного индивидуального спортсмена. И в определенный момент один из таких очень востребованных коучей, тренеров спортивных, он начал заниматься дополнительным бизнесом. Это, конечно, история у нас пришла из Соединенных Штатов. И со временем, основываясь на законах эффективности каждого из нас, он перенес эту систему вот на работу с бизнесменами. С бизнесменами в первую очередь, потому что это же тоже своего рода люди, спортсмены, марафонцы. Да, которые хотят добиться успеха в определенной области. Да, абсолютно. Они так же, как и спортсмены, ставят четкие цели и хотят к ним максимально быстро прийти. И это стало работать. Это получается, психолог от коуча отличается, да, уже? Да, отличается. Психолог же очень тоже нас многим. вроде бы направляет, где нам надо, но коуч прям определенная цель. И ты приходишь Да. с этой проблемой, да, вот так? Да, все верно. Там есть такой нюанс, что психолог нам помогает разобраться с нашими ограничениями, и чаще всего эти ограничения создаются в прошлом. То есть он обращает наше внимание в прошлое. Что был какой-то опыт, который на нас повлиял, и, соответственно, возникли какие-то ограничения из чувства страха. А коуч, он больше фокусирует вас на будущем, потому что ваша желаемая цель, она находится где-то там. То есть, получается, после психолога уже спокойно идешь к коучу и решаешь свои проблемы. И это идеальный план, на самом деле, да. Вот поэтому я очень люблю, я часто взаимодействую с психологами в тандеме, это работает максимально эффективно. Разбираетесь с прошлым, освобождаетесь от лишнего груза из прошлого и с легкостью, с помощью коуча идете в будущее.
Тогда лучше всего, наверное, какого-то определенного хорошего психолога найти, после этого с вами же работать, да? Да, в идеале, да. Но можно прийти ко мне на, так скажем, бесплатную получасовую консультацию, и на этой консультации я помогу понять, определить, нужно ли сначала пойти к психологу. Это супер новость. Потому что нас обучают этому по определенным показателям, то есть мы не имеем права, если это сфера психолога, мы не имеем права брать даже так, клиентов, конечно. Супер. А сами как вы пришли в коучинг? Ну, это такая, наверное, все-таки что-то по поводу предназначения, потому что вся моя жизнь и деятельность, она как-то была всегда связана с выступлениями, с бизнесом, с продвижением чего-то или кого-то. И очень высокий уровень эмпатии у меня изначально, возможно, это где-то как уже встроенное внутреннее, да, что-то, с чем я родилась, но оно со временем усилилось, и очень то есть мне всегда хотелось понять другого, и если есть такая возможность, помочь. Это не всем, да. Ну, потому что я думаю, что это, в принципе, в нас во всех в том или иной форме есть, но это достаточно сложно только потому, что мы, когда кому-то очень сопереживаем, мы начинаем выгорать. Мы перекладываем, вот даже эмоционально мы перекладываем, можем переложить состояние другого на себя, начинаем через себя это проводить. А коучинг меня научил этого не делать и научил достаточно, показал мне путь, как можно действительно быстро включить человека в свою жизнь и сказать, ну на самом деле достаточно, как у коучинга есть такое базовое правило, что возможно все. Там, даже стать профессиональным спортсменом. Но если это ваша мечта, грандиозная цель, но всегда нужно учитывать, что есть определенные условия. Если вы хотите стать профессиональной спортсменкой, то там, вам нужна физическая подготовка определенная, правильно? Там наверняка есть какие-то ограничения по возрасту, по весу, куча разных нюансов. Если вы готовы все это пройти, то почему нет? Просто, да, нужно соразмерять свои возможности и то, куда мы хотим прийти. Классно. А может ли быть такое, то, что вот у тебя уровень эмпатии повышен, ты постоянно хочешь кому-то помочь добиться успеха, в определенной степени, наверное, это вам и доставляет удовольствие? Да? Конечно, когда человек достигает, с помощью вас еще. С помощью меня в том числе, это глубокое удовлетворение. Может ли это быть как-то на генетической основе? Может, у вас какой-то образ был в семье, кто-то постоянно вот так вот занимался это, и вы как бы видели, я тоже хочу стать таким. У вас родилась такая идея с детства, может быть? Ну, с детства точно, в каком-то смысле, потому что вообще папа у нас собрал большую очень библиотеку, и в очень раннее время я узнала про американских писателей, там Теодор Драйзер это был, это же про бизнес, Это сколько вам лет было? Ну, очень рано, и сначала я не читала, это были красивые книги, потом я начала это все читать, и как-то меня это все очень увлекло. Какой-то период «Волк с Уолл-стрит» — это любимое кино, пересматривала, которое я много-много раз. Вот. И это всегда про очень сильных людей, это про людей бесстрашных, и всегда рядом с такими есть проводники, на что вот я как-то со временем стала обращать внимание, которые им всегда помогали, поддерживали. На самом деле герой – это наш клиент, да, это человек, который стремится достичь того, чего он хочет. А коуч – это человек, который рядом, и в нужный момент он всегда помогает вернуть мотивацию, вернуть вдохновение и двигаться дальше, не сходить с пути. Отлично. Вот еще такой вопрос. Многие вы думают, люди нашего времени, что самая дорогая валюта – это деньги. Некоторые думают, самая дорогая валюта – это как бы внимание, допустим, студия, режиссеры, чтобы побольше людей собрать. А вот для вас самая дорогая валюта в вашей жизни, что это? Очень часто уже, по-моему, затерла этой мыслью всех своих подписчиков, что самая дорогая валюта – это энергия. Да? Это не моя личная мысль, это уже достаточно расхожая, потому что это логично. Если у нас нет жизненных сил, то есть для меня энергия – это равно жизненные силы, вот такой целостный, скажем, образ. Если у нас нет сил, то о каких целях может идти речь? Конечно. Нет.
То есть ни о каких деньгах у вас даже не будет сил потратить деньги, даже которые, допустим, вы каким-то упорным трудом заработали, но нет сил, нет вдохновения даже где брать тратить. эту энергию? Вот это очень важный Многим, вот, вопрос. допустим, кому-то подскажет, а вот так вот 2-3 дня он на эйфории, супер, все летит. Через 3-4 дня как будто он израсходовал весь свой заряд, теперь опять к тебе идет. Вот откуда брать такую энергию? Ну, вы Обучайте этому, вы хочу сказать. Да, я провожу и групповые коуч-тренинги на эту тему, поэтому я приглашаю вас, если для вас эта тема важна, это, пожалуйста, я буду очень рада. Я уже провела несколько таких тренингов. Конечно, это определенная должна быть диагностика. Ну, в принципе, даже сам человек, он может попробовать. Во всем лежит осознанность. То есть, сперва надо осознать. Да, мышца осознанности, ее надо качать. Это То есть, мышца? Это условная мышца. Почему? Потому что она также требует тренировки. Ежедневный, постоянный. А потом придет момент, когда у вас это автоматически будет происходить. То есть слышать себя. Это примерно сколько дней будет? Для меня лично интересно. Вот был у нас Брайан Трейси, я даже, по-моему, озвучку делала в Телеграм в своем канале, 21 секрет успеха миллионера. И вот 21 день надо расписать свои цели. И ровно 21 день, потому что наш мозг запоминает на автомате через это время. Да. Это правильно? Поменялась ли технология запоминания мозга до автомата? Вот 21 день. Вообще, откуда пришла эта модель 21 дня? Да? Это определенный такой цикл. Вообще говорят, что именно в психологию и в коучинг это пришло из медицины, что если человек попал в ситуацию инвалидности, у него ампутирована какая-то из конечностей, и когда ему делают искусственную конечность, и вот это вот совмещение требует 21 дня. Для восстановления. Да, для того, чтобы тело приняло что-то новое. И вот, и в принципе это имеет корни вот эти. Но современная информация уже говорит о том, что мы настолько все уникальны, и мы живем в разных контекстах. Да, конечно. То есть там вплоть от климата до пищи, все очень влияет. Поэтому для кого-то это может быть 40 дней. Для кого-то, у кого уже наработан навык, он просто может включиться однажды и идти, может быстрее происходить. Но не менее 21 дня это однозначно. Ну, если вы в начале своего пути. Да. Конечно, если вы уже там прокачанный человек, который... Можно зачитаю один из ваших постов? Я постоянно за вами мысли, да. Вы опубликовали такой пост с вопросом: кто главный человек в вашей жизни? Ответив на этот вопрос, вы можете спокойно провести диагностику уровня возможностей, силы, уверенности, даже уровня энергии этого человека. Да. Вот очень интересно про этот пост, кто что отвечал, была даже расшифровка, вот мини такое описание этого поста. Вообще, я считаю, этот вопрос надо себе как можно скорее задать. И в работе я тоже его с клиентами задаю. И, конечно, чаще всего люди отвечают о том, что главный человек в его жизни – это кто-то другой. Это супруг, это любимый человек, дети, в одном лице, всегда, надеюсь. Да, это дети, либо это родители. И это очень здорово, это очень ценно, конечно. Но в расшифровке я попросила обратить внимание на то, что если, опять-таки, возвращаемся к уровню энергии, к своему состоянию, если вы находитесь в минусе, то как вы можете, допустим, помочь и влиять положительно на жизнь своего ценного человека? То есть, допустим, если я считаю, что в моей жизни самый главный человек – это моя мама, это значит неправильный ответ, да? Здесь, наверное, неправильных ответов нет, но как минимум мама со временем, чувствуя, что она ваш самый главный человек, соответственно, она, конечно же, будет надеяться на вас. А в этом случае, вдруг вы не следите за своим личным состоянием, ваше состояние второстепенно, у вас снижен уровень энергии, как вы будете помогать маме? Самому главному человеку. Да. А если и еще, здесь интересный нюанс,
Да. Почему часто возникают сложности в отношениях с именно этим главным человеком в моей жизни, например, с мамой? Потому что я беру и всю значимость перекладываю на маму, и вот это то, что моя энергия, внимание, все на маме. И жду. Да, мама, ну теперь мы всегда живем в обмене. Да. Мы столько возложили на маму, мама, дай, пожалуйста, назад. Да. А мама-то не готова. Ну, если у мамы 5 детей. У мамы 5, может быть, ценных. Да. И у нас возникает обида. Как же я все возложила на тебя, а ты в ответ не восполняешь. А этот человек не сможет вам восполнить. Потому что мы сами себе должны это восполнить. Значит, фокус мы возвращаем на себя. Это не про эгоизм, это про восполнили, сделали классным свое состояние, подправили настроение, и потом идем к маме. Даем столько, сколько можем дать, чтобы не уйти в минус. Да? То есть получается, если у меня 100% энергии, я даю дополнительное что-то из 100. Конечно. Так, вы даете столько, сколько вот уже с удовольствием, качественно будете это давать, и потом не будете плохо себя чувствовать, уставать, там, предъявлять претензии. У вас уйдет полностью чувство обиды и претензий к вашему ценному главному человеку. Это часто в вопросе с мужем. Мой главный человек – супруг. Да. Но не всегда супруг может выдержать вот того, что наше внимание возложено на него. Да, потому что у него мужчины еще и в генетическом плане, и вообще отличаются, очень много отличаются от нас. И у нас бывает иногда мы такие ждем, а для него это какая-то мелочь, и что из-за этого плакать? Ну, заметили, что, если я уверена, вы тоже это замечали, мужчины больше вовне, они в деятельности. Вот. Им хорошо в деятельности, среди друзей, единомышленников, они так отдыхают. У них даже активная деятельность, это не про тяжелый даже труд, это про, наоборот, это про какое-то, ну, скажем, про мотивацию, про вдохновение. Вот. А для нас иногда важно внутренне, да, нам побыть, нам хочется какого-то закрытого пространства, восполниться, восстановиться. Вот эти моменты, если их мы осознаем, то у нас очень много причин пропадает конфликтовать друг с другом. Конечно, да, все верно, согласна с вами. Хотелось бы с вами поговорить о токсичных людях. Вроде бы смотришь, родился ребенок, красивый, хорошая семья, благополучная, и в плане воспитания хорошая, и в материальном плане родители обеспечивают, но в школе или где-то там в высшем образовательном центре он ведет себя плохо, он токсичный. За малейшие какие-то вещи он завидует себе или что-то хочет отнять. Вот почему люди такие становятся? Или даже в плане комментариев пишет негативное что-то. Вот мы опять-таки пришли к тому, а кто главный человек? Вы? Почему вы фокус переложили на человека, который, не зная вас, высказался о вас как-то негативно и приковал тем самым ваш фокус к себе? Верните обратно, верните на место. Я главный человек, я что-то создал, да, я дал пользу людям, я там опубликовал какую-то информацию, которая в дальнейшем будет полезна. И один человек выбивает меня из колеи. Это просто показатель того, что еще не натренировали мышцу фокуса на себя. Понятно. И чем она более упругая становится, тем легче. То есть, в принципе, даже вот очень многие знаменитости, я вот смотрю и слежу мне интересно, за тренерами, за наставниками, они на каком-то этапе просто блокируют там негатив. Не потому, что они не уважают мнение тех, кто это написал, но они просто выбрали путь, я живу вне негатива. Все, я просто не хочу это рассматривать. Все, я даю пользу и все. Отлично. А если такие токсичные люди живут с нами, наши родственники? Вот у нас обычно бывает, что завидуют женщины, хотя она даже и статусом больше, но что-то у нее муж подарил, допустим, даже цветы, а у нее машина, у нее бриллиант, и все равно она сидит вот так вот думает, вот как с такими людьми жить? Трава у соседа всегда зеленее, да. Да. Здесь, знаете, недавно интересный такая визуализация, я встретила как-то, слушая одну лекцию. Да. Вот вы на Майбахе, я на Мерседесе, да? Вот я люблю Мерседес. Вы любите Майбах, да? Я, честно сказать, не разбираюсь там, но я думаю, классом примерно одинаково, да? И я предполагаю, что нам с вами, я не хочу в вашу машину, а вы не хотите в мою. Потому что у меня
опять-таки, я занимаюсь тем, что я люблю, я выбрала, исходя этот из путь. своих, да, именно своих талантов и желаний истинных, эту машину, эти условия, вы сделали точно так же. Разве между нами будет какое-то напряжение? Нет, Мне я кажется, думаю, мы даже поедем и пожелаем Да. друг другу там счастья, успеха. И в любом случае здесь придется начать с себя, сесть в свой Мерседес, ехать, встать на свой путь, и тогда, вы знаете, есть такое, как даже когда ты сам становишься в сильную позицию, вот Да. тебе хорошо, Да. ты счастлив, Да. вот эта токсичность, она уходит. Иногда вот многие говорят, ну это прям чудеса, человек поменялся, он не поменялся. Там, возможно, психологически какие-то ушли раздражители, может быть, вы перестали. Иногда мы хотим показать миру, посмотрите, мы успешные. Вот. А те люди, которые чувствуют себя уязвимыми, их это задевает. И они не всегда могут себя сдержать. Поэтому здесь вот опять-таки вопрос встать на свой путь, стать счастливым, и вокруг это все очень... Лучше не замечать. Надо, в Не общем, то, что вы не натренировать. сможете не замечать, конечно, на определенном этапе. Надо просто выйти на другой уровень. Да, надо прям вот чувствовать этот дискомфорт. Это сигнал, пора заняться саморазвитием, пора идти в обучение в какое-то, слушать, усиливать себя. Да, да, значит, вы пока внутренне, у вас может быть много сомнений по отношению к себе, да, не конкретно у вас, вообще у человека. Вы чувствуете себя как-то уязвимыми, раз зависть возникает, токсичная какая-то атмосфера. Да. Значит, идем в саморазвитие, значит, идем в укрепление собственной позиции. Все. Значит, получается, если вы начинаете завидовать, надо прокачивать себя, Однозначно. выйти себе Однозначно. на новую машину, визуализация какая будет, сами придумайте, но не входить в токсичные отношения. Абсолютно. И коротко скажу про зависть. Зависть – это интересная и классная вещь. В каком смысле? Если вы кому-то остро завидуете, разберитесь, что именно вас цепляет. Например, профессия, да, условно. Или там образ семьи у этого человека какой-то. Это говорит только лишь о том, что у вас ровно такой же потенциал, вы можете такой же организовать в своей жизни. Ух ты, если Конечно. я завидую, значит хорошо. Это показатель, что вы тоже можете, но по каким-то причинам вы еще это просто не начали делать, и человек вас может раздражать, потому что он уже стал делать, а вы нет. И вызывает это как бы конкуренция начинается, да? Да, и вы, потому что вы чувствуете свой потенциал, но он не реализованный. И вот этот потенциал говорит, слушай, ну мы же можем. Да. Почему ты меня не распаковываешь? Ну распакуй меня, да? Даже иногда хорошо вот это посмотреть, что же мне, если вот бывает вопрос, я не знаю, что я хочу. А вы посмотрите, кто вас бесит. С этого начните. Да, и там может быть ответ даже про предназначение, даже про дело жизни, это вполне. Отлично. Супер. Вот еще вопрос. Мне очень интересно о торционных полях. Существует ли оно, сила визуализации? Как вот наши мечты превратить в наши цели? С чего начать? Ну, однозначно, мечты и цели – это две разные сферы. Почему? Потому что мечты – это своего рода образы. Да, мы их видим, мы что-то представляем. Да. А цели – это те же мечты, трансформируемые в конкретные вещи. То есть поэтапно расписанные. Да, то есть вот моя какая-то мечта, но она абсолютно вряд ли достижима, если я ее не конкретизирую для себя. Для того, чтобы потом вывести конкретные действия. Вот в коучинге есть очень простая техника. Вы находите точку А, то есть где мы сейчас определяете. Определяете точку Б, это то, куда вы хотите прийти. Даже если вы не можете конкретизировать мечту, опишите мечту. Вот как вы поймете, что вы реализовали мечту, что случится в этот момент. Там условно, я хочу быть тренером, да, иметь аудиторию. Как я пойму? Когда я стою у микрофона, и у меня там 100 человек аудитория слушает меня. Вот эта секунда, она покажет, что я достигла, да? Это точка Б. Это точка Б. Например, из практической жизни один из моих клиентов, у него сеть ресторанов, и он, когда открывал первый, он сказал, я говорю, а как ты поймешь, что ты успешен, как ресторатор? То есть он говорит, хороший вопрос, я хочу, чтобы за месяц была запись.
То есть человек не мог записаться, Вот как. человек мог записаться только за месяц поставить бронь. Это уже успешно Я говорю, считается, и тогда галочка. тогда ты для себя поймешь, он говорит, да. У него, когда это произошло, тогда он поставил новую цель, сказал, все, хочу еще Вау. один ресторан. Это ваш клиент после вас, да, вот так вот Но добился успеха? скажем, что мы тоже были, да, в работе, он, конечно, очень мощный человек по себе, но это момент точно яркий был, когда вот это важно, понимать для себя, Мгм. вот как я пойму, мечта реализовалась. Вот визуализировать это, посмотреть на детали какие-то. Это вот чем-то Да. напоминает сейчас вот новые цели ставятся, смарт-цели. Слышали, да? вот Да, это? конечно, но, допустим, я бы сказала, что У вас чуть-чуть по-другому, да? ставить конкретные даты я бы как коуч не советовала. Потому что, допустим, Кстати, почему? со мной и именно с моей аудиторией это не работает. Это может вызывать... Человек нервничает, да? Да, Пришло 8 марта и не получилось. Да, это именно может вызывать напряжение. А может, у вас это раньше произойдет. А как тогда, если не ставится вот этот time-bound, то, допустим, на 2 года растянется цель? Как вот это зафиксировать? Вот после того, как вы определили точку Б, куда вы хотите прийти, Да, всегда прописываются практические действия. Даже если цель ежемесячные. даже вот на сегодняшний день. Мгм. Вот что вы уже сегодня можете сделать по Мгм. отношению к этому. Даже Мгм. если ваша цель очень большая, но что-то уже можно начать делать. Там, хотите бизнес, можете начать уже ресерч в интернете, смотреть или обучаться про бизнес-модель, или найти себе единомышленников, посоветоваться, но что-то всегда уже можно начать делать. Всегда должно быть практическое действие. Обязательно. Можно обязательно, да. визуализировать свою цель годами, ставить конкретную дату, когда я к этому приду, и получать только внутреннее неудовлетворение, это будет снижать мотивацию и будет Вот, самооценку вот, снижать, вот. понимаете? А действия всегда не прогадаешь. То есть, если я хочу добиться цели, вот маленький такой лайфхак, я должна определить, что я хочу, о чем Да. я мечтаю, точка А, точка Б, вот Да. это, потом начать действовать. Прописать для себя какие-то действия, можно даже там в голове наметить Да. конкретные практические действия. Да, да, да. Ну, И конечно, потом их дальше. реализовывать А вот обязательно. тогда мне очень интересно, вот тогда вот это торционное поле начинает срабатывать или как? Вот это мне дополнительный какой-то Это- бонус даст для мотивации моей. Да, вот это очень важный момент, я вас благодарю, о том, что если здесь очень важно всегда понимать, вот эта точка Б, она Мгм. по-настоящему ваша, или это мечта, потому что модно иметь бизнес на сегодняшний день, или Мгм. потому что мама с папой всегда хотели, а я Хотела. докажу, что я могу, или там подругам, или еще кому-то. Это точно про вас, или вы что-то хотите доказать, или это просто модно. Очень важно, чтобы ваша конечная цель была ваша. Тогда работают любые поля, то есть это вот по-разному, да, в разных культурах называется. Да, В Китае, вот недавно я стала изучать некоторые направления, и там именно это основано на китайской философии. да. Когда вы становитесь именно на свой путь, Мгм. там срабатывает все. Там возникают люди, которые готовы вам помочь, там появляются возможности, там, конечно, не будет легко, в любом случае. Всегда будут какие-то моменты, но вам будет понятно, потому что всегда будут открываться двери, будут встречаться нужные люди. У вас будет вдохновение, у вас будет мотивация, вам не надо будет ее создавать искусственным путем. Она, вот это торционное поле находит таких людей, по-туркменски это получается севапкер. Севапкер, люди, какие-то там звонки, какие-то случаи. Вот это все начинается происходить в моей жизни только после того, как я уже сильно-сильно в это верю, да? Я как магнитом это притягиваю, так? Когда я, конечно, не физик, но торционное поле, оно возникает вокруг там, скручивания определенной материи. То есть Да, да, в центре всегда есть материальное. Что такое материальное? Это Мгм. наши действия в нашей жизни. То есть если я не начинаю действовать, Ага. даже при любой, я не знаю, медитации, ну, вряд ли что-то произойдет, конечно. Если вы закрыты двери, закрыты окна, вы Понятно. ждете. Действия обязательно должны Это и быть. есть ваш инструмент материализации. Понятно.
Простите, если это не очень романтический ответ. Нет, 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 это хорошо, с облаков сразу спустить на землю и сказать, это вот все это надо вот правильно. да, это балансирует. Обязательно. 18 мая вы опубликовали пост, который у меня вышло, кстати, в рекомендации. Я сперва смотрю, с автобуса выходит шикарная женщина, красивые банты, белое платье, и как будто ни в чем не бывало, она вышла с автобуса, посмотрела в обои стороны и пошла своей дорогой. Я сперва думала, это какой-то вот за границей так же модно делать. Я смотрю, Бахара, как это? Почему вы сделали такой пост? Кстати, там еще такой текст. Когда внутреннее состояние сильнее внешних обстоятельств. Да, все верно. Вот это очень мне интересно. Да, мы снимали этот рил совместно с брендом одежды LNME. Это первый туркменский бренд, который занимается пошивом современной одежды из европейских тканей очень качественных. И они предложили мне примерить их наряд. И у нас родилась такая идея, что есть... Ну, то есть обычный, рутинно, да, день, Да, автобус, люди едут куда-то там по делам, либо с работы. Да. И я вот в этом шелковом наряде вечернем залетаю с одной двери, пробираюсь через весь салон и выхожу. То есть в автобусе не были, не катались ни с кем? Нет, мы попросили водителя немного, прям на минутку притормозить, и мы хотели, чтобы, да, у людей была такая настоящая реакция. Реакция была очень удивленная на меня, что, мол, что она делает. Так суть была в чем, что иногда нам бывает сложно, да, там автобусе, например, там было жарко, много было людей, и да, иногда мы попадаем в разные ситуации. Но если мы чувствуем, что мы центр, если мы работаем над своим состоянием, то у нас ощущение, что неважно, что вокруг нас, важно, кто я. Если я знаю, кто я, если я знаю, чего я хочу, с внешними обстоятельствами я справлюсь. Если я не буду стесняться ничего. Я не буду бояться. То есть если, как говорят, если мы знаем зачем, то мы победим любое как. Мы найдем решение. Вот это вот было про это. Может ли коуч обещать какие-то достижения в определенный какой-то момент? Вот как отличить? Ну, конечно, можно считать потенциал. Я часто уже из-за насмотренности, из-за того, что достаточно много людей. Но обучение какое-то должны пройти, да? Абсолютно. Вы где обучаетесь? Абсолютно. Что посоветуете начинающим коучам? Есть несколько школ коучинга, Да. есть международные, ну, соответственно, это международные школы. Можно это посмотреть в интернете. Кстати, если кого-то правда интересует, можете написать мне в директ, я дам направление, потому что когда-то мне такой же коуч дала направление, мне это очень помогло. Я сама закончила обучение на платформе международной Ицхака Пентасевича. Это международный коуч. Он известен тем, что долгое время коучил руководство MasterCard, Visa Card. Да, у него очень большая аудитория. Кстати, его можно легко найти в Instagram. И не только, очень много полезной информации. Он автор большого количества книг. И его подход мне притянул тем, что это определенная смесь, да, конечно, психологических коучинговых техник, коучинговых в первую очередь, и духовных практик в том числе. Да? То есть это сознание, тело, дух. Он также много про спорт, он также много про духовные какие-то аспекты нашей жизни и про сознание наше. Вот это соединение мне очень отозвалось, и я прошла обучение. В коучинге очень важно. Коуч никогда не должен вам говорить, что вам делать. Никогда он не должен вам давать советов. Никогда. Что он делает тогда, если не советует? В этом и смысл. Коучинг построен на системе определенных вопросов. Задавая эти вопросы в правильной очередности, учитывая вашу уникальность, учитывая уникальность вашего запроса, в итоге вы самостоятельно приходите к решению. Это получается, как вы в начале передачи говорите, сильные стороны разговорите, чтобы сам нашел. Абсолютно. Потому что если я вам сейчас скажу, Гуль, вставайте в 5 утра, это очень полезно. Да. Может быть, 1-2 дня. Зависит от вашей, там, скажем, железной дисциплины, да, способности к дисциплине. Но если вы сами для себя решите,
что это по-настоящему для вас важно, Мгм. это поможет достижению той самой цели, вам не нужно будет никакой мотивации, вы будете регулярно вставать. Вам это будет потому, что по-настоящему нужно. Классно. Конечно, есть техники дополнительные, да, но база это вот никогда. Шарлатан может вам сразу сказать, а сделай так. Скажем, уже, ну, это уже не Скажем, не профессионализм. шарлатан, но не профессионал. Да, да, да. Как вы справляетесь с трудностями, которые могут возникнуть в процессе коучинга с вашими клиентами? На самом деле просто фокус собрать. Часто, да, человек приходит, как ему кажется, с одним запросом, а мы работаем минут 20, и он понимает, что, ох, а нужно мне, оказывается, совсем другое. Да? На примере, там, я хочу денег. Это ценность. Это ценно для вас? Да, это Да. ценно для меня. Но это вторичная ценность. Почему она вторичная? В ней, как в матрешке, сидит первичная ценность. А что вам дает деньги? Для чего вам деньги? Для чувства комфорта, для чувства безопасности. Еще много, да, может быть, вариантов. То есть вот в этот момент я помогаю пойти вглубь себя. Часто человек возникает какой-то дискомфорт. И мы используем практики осознанного дыхания, практики медитации, практики визуализации. Да. Человек, для чего это? Не для того, чтобы притянуть деньги ни в коем случае, потому что это абсолютно так не работает. Это помогает глубже пойти в бессознательное и оттуда получить определенную информацию и применить ее в жизни. Тем самым просто быстрее пойти в сторону своей цели, не боясь, не ограничивая себя. Какие книги вы рекомендуете прочитать для личного развития? Какие советуете? Но банально очень скажу, я бы советовала, если только в самом начале пути человека, то это 7 навыков высокоэффективных людей Стивен Кови. Да, это уже не ново, давно, но, как шутит мой учитель Ицхак Пендасевич, не все помнят, сколько там, и что это за навыки, и полезно повторить. Там очень много заложено базы, в принципе, этой книги вполне достаточно всегда. Я бы посоветовала для более продвинутой аудитории, это Марина Мелия, в принципе, «Хочу, могу, надо». Это очень такая сильная практичная вещь, книга, вы ее можете использовать потом на практике. И для тех, кто сейчас достаточно в сложной ситуации, скажем, в поиске себя, в поисках смысла, однозначно, это Виктор Франкл. «Сказать жизни да». Можете выбрать любую его книгу, там их несколько, и прочитать. Это прям про сильные смыслы, которые помогают жить и наслаждаться жизнью, получать удовольствие от жизни. Чем отличается успешный человек от неуспешного? Как вы думаете? В коучинге есть базовое правило, что с каждым человеком все в порядке, и каждый человек имеет все ресурсы для того, чтобы достичь свою цель, а значит стать успешным. Почему вот некоторые прям удачные везде, как в книге «Зеленый свет», везде зеленый свет, а кто-то бедный утром рано в 5 часов встает, работает, но все равно вот не идет. Вот помните, мы с вами говорили о системе, что вот, на самом деле просто нужно встать на свой путь. Мы очень часто хотим чего-то, что на самом деле нас-то не интересует. Просто потому что... сравниваем, я хочу как у нее, как сама хочу... Не разбираюсь. Да. А нужно просто разобраться с собой, как я по-настоящему хочу, условно. Да, и все. И оно вас поставит на свой путь, и уйдет вот это напряжение. И даже будет неинтересно сравнивать себя с кем-то другим. Ключ вашего успеха. Я вас считаю успешным. Почему? Благодарю. Потому что, я в вас как бы влюбилась, потому что иногда бывает, встречи такая расфуфыренная, от нее пахнет дорогим парфюмом, она тебя обучила и пошла. А вы свой человек, мы как будто с вами уже давным-давно знакомы, вот так вот просто все начали, объяснили, и все, я вас в Инстаграме нашла, на вас подписалась, и вот до сих пор слежу за вами. Благодарю, нет, это очень ценно, Вот. Это даже бесценно. Бесценно, спасибо. Благодарю. Но это есть так. Я бы сказала, что я себя чувствую
именно для себя в своем контексте успеха успешной. Почему? Потому что я специалист по форс-мажорам, да, в каком смысле? Я постоянно, в моей жизни очень много происходит серьезных перемен, то есть либо переезды какие-то по необходимости, потом возвращение, там, рождение ребенка. Я себя пробовала в очень разных сферах карьеры, да, профессиональной, была частным предпринимателем, сейчас тоже ею являюсь, работала в общественных организациях, работала в нефтегазовой отрасли. То есть я очень много пробовала, и это всегда в новое идти тяжело. И вот в какой-то момент я поняла, что это точно моя тема, постоянно трансформироваться, постоянно. И вот в этом плане, но что мне помогает? Что мне помогает? Выходить из любой ситуации для себя лично победителем. Я всегда меряю своим состоянием. Вот если мне хорошо, я чувствую себя уверенной, я смотрю в зеркало, я красива, да? Вокруг меня качественное окружение. Кстати, это важный момент, вот через это можно понять. Не токсичные люди, а именно такие люди, которые доброжелательны к тебе, вот как вы сейчас чувствуете, что с любовью, да, относитесь, и это показатель того, что я молодец. И это именно работа внутренняя. Почему, вот как вы сказали, вы тоже почувствовали мое какое-то внутреннее состояние? Да. Вот Хотя вы ничего не объясняли, но это все считывало. Вы легко начали, легко закончили. Вот это у нас у всех так и работает. Если мы внутренне гармоничны, даже мы, то есть это не значит, что мы не расстраиваемся, мы не злимся, мы не ругаемся, это не значит, мы люди, у нас есть эмоции. Но в базе мы постоянно работаем над собой, и вот состояние гармонии, все, оно вас вытянет в любом случае. То есть вы найдете все равно эту работу, вы найдете это предназначение, если вы в порядке, если вы проработали себя, поняли себя, услышали себя, и это делаете осознанно каждый день. Это непростая работа на самом деле, но то есть это основа основ, на это придут и деньги, и здоровье, и окружение, и любовь, все, что вы захотите. Ваше пожелание моим подписчикам? Во-первых, я благодарю, что вы потратили свое ценное время на то, чтобы выслушать меня. Это очень для меня также ценно. И всегда и везде мой единственный посыл заключается в том, что мы можем все что угодно реализовать, если мы этого по-настоящему хотим, и если мы действительно в это верим. И сохраняем внутреннюю гармонию. Все, больше ничего не нужно. Все, это достаточно. Да. Остальное все придет. И деньги, и уважение, и любовь. Это все придет. Спасибо. Спасибо вам. Очень приятно было с вами общаться.